В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В столице республики состоится тотальный диктант. Маршрутные автобусы Якутска изменят движение с сегодняшнего дня. Дальневосточная чемпионка по боксу из Мирного привезла золото. Столицей акции «Тотальный диктант» в этом году стал Якутск. 10 апреля его проведет писатель Дмитрий Глуховский. Право называться столицей городу перешло от Санкт-Петербурга. Также в Якутске организуют дополнительную студию онлайн-марафона «Тотального диктанта», из которой будет вестись трансляция на весь мир. Текст будет посвящен теме наследия и самореализации женщин. Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников выступит сегодня с ежегодным отчетом исполнительных органов государственной власти республики по своему курируемому блоку. Прямой эфир будет транслироваться на телеканалах НВК «Саха», «Якутия-24» и радио Т-Тим с 11 до 12:30 часов. Накануне первым с ежегодным отчетом выступил премьер-министр Андрей Тарасенко. В этом году из-за ограничительных мер выездов членов Кабинета министров в районы не будет. Итоги будут подведены 27 февраля. Напомню, что каждый житель может поучаствовать в отчете и задать свои вопросы, позвонив по многоканальному телефону 8 41 12 32 01 11. Новый больничный комплекс на 30 коек с поликлиникой на 180 посещений в смену открыли в Верхоянском районе. В торжественном мероприятии принял участие глава республики Айсан Николаев. Там он находился с рабочим визитом. Новый объект имеет важное значение для жизни и здоровья верхоянцев. Его строительство длилось 4 года. Также в рамках поездки руководитель региона обсудил дальнейшее развитие предприятия «Полюс холода» и встретился с погорельцами, пострадавшими от пожара в 4-квартирном жилом доме. К месту я хотел бы сказать, что совсем недавно, к концу 2020 года, Арсений Сергеевич подписал меморандум с Полиметаллом. И Полиметалл уже сегодня имеет меморандум о выделении 2 миллиарда 60 миллионов рублей на постройку дороги. Это вот села Тополиное до Барлас. Это наше село здесь в Верхоянском улусе, дальнее село, расстояние 350 километров. Это мечта давних наших жителей, наших ветеранов. Мы все знаем, что если транспортная схема будет иметь место. Члены Общественной палаты Якутска встретились с исполняющими обязанности главы города и руководством республики. Так они обсудили указ главы региона Айсена Николаева о развитии города Якутска до 2035 года. По мнению представителей Общественной палаты, одна из актуальных проблем столицы – выделение земли для многодетных семей. Также в ходе встречи обсудили вопросы доступного спорта для молодежи. Конечно, нам интересно, что все-таки предложил нам и республика, и муниципальное образование город Якутск, чтобы мы это доносили до горожан, и была обратная реакция. То есть мы называемся Общественной палатой, то есть не депутатский корпус, а тут как раз мы такие разношерстные, что мы не выставляем какую-то политическую организацию или еще что-то. Мы как раз срез всего населения города. Основной период сдачи единого государственного экзамена начнется 31 мая. В этот день выпускники смогут сдать географию, литературу и химию. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в 2 дня – 3 и 4 июня. Экзамен по профильной математике запланирован на 7 июня, по истории и физике 11, по обществознанию 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам запланирован на 18 июня. Информатику участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах 24 и 25 июня. А 28, 29 и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. С 8 февраля маршрутные автобусы номер 15, 25 и 41 будут осуществлять движение по улице Винокурова. Это связано с плановыми работами по ремонту газопровода низкого давления на улице Ильминская на участке от улицы Чайковского до улицы Винокурова.
Также в связи с ограничением движения по окружному шоссе свой маршрут изменит автобус номер 6. В период с 8 по 31 октября движение будет осуществляться по улицам Жарницкого, Хатынырякское шоссе, Вилюйский тракт, Круговая развязка, Вилюйский тракт, Сергелякское шоссе и Борисовка-1. В Новосибирске прошли испытания самолета с первым в мире электродвигателем. Новая система Як-40 состоит из двух элементов – гибридной силовой установки, которую разрабатывает Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова при участии других российских предприятий и Минпромторга, а также инновационного электрического авиадвигателя на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 киловатт, созданного компанией «Суперокс» по контракту с Фондом перспективных исследований. Подобная разработка не имеет аналогов в мире. Летающая лаборатория сделана не для того, чтобы летать на электричестве. Она сделана для того, чтобы отработать технологии использования большого количества электрической энергии на борту. Ее генерировать и использовать. Серию комиксов «Дежурка-14» издало Министерство внутренних дел по республике к годовщине Твиттер-проекта. Они включают в себя 3 серии: «Молодой полицейский», «Дежурка-14» и «Полицейский супергерой». В этом году проекту исполнился 1 год. В честь события якутские полицейские устроили розыгрыш среди читателей в Твиттер. И одним из призов стал сборник комиксов в бумажном варианте. Сюжеты их рассказывают о буднях сотрудников полиции, занимательных случаях из следственной практики, а также доносят профилактическую информацию. С помощью комиксов легче привлечь внимание граждан к советам по безопасности и предупреждать совершение преступлений. В этом году проекту «Дежурка-14» исполнился ровно 1 год. Мы решили в честь этого события устроить розыгрыш среди наших читателей. Одним из призов стал сборник наших комиксов. Судя по отзыву победителя и комментариям самих подписчиков, сборник вызвал большой интерес. В будущем планируем развиваться в этом направлении и не бросать начатое. Мирнинские спортсменки привезли золото с дальневосточного первенства по боксу. Первый крупный турнир в этом году состоялся во Владивостоке. Мирнинская спортсменка Маргарита Белоглазова обошла многих, а в финале встретилась с землячкой, участницей из Якутска. В каких условиях тренируются чемпионы и каким главным качеством должен обладать спортсмен-победитель, узнавала Анна Брянская. Не место определяет человека, а человек – место. Это доказала юная девушка-боксер из Мирного. Для того, чтобы стать чемпионом, достаточно гаража в 64 квадрата и непреодолимого желания к победе. 12-летней Маргарите Белоглазовой понадобилось 1,5 года, чтобы стать дальневосточной чемпионкой. Хотя изначально девочка вовсе не собиралась связываться с боксом. На занятия пришла за компанию с подругой, которая в итоге отдала предпочтение волейболу. Теперь Рита до 7-го пота тренируется. Носками, подними пятки. Подними пятками. Слышать от тренера жесткие замечания Маргарита привыкла. Зато удары учитель разрешает отрабатывать на себе. Ты здесь должна быть, здесь. Ты здесь должна быть. Вот, я стою еще, ты здесь уже, в любой момент должна быть. А вот распускать кулаки вне зала – табу. У меня уже вся школа знает, что я боксом. Потому что моя сестра начинает всем рассказывать. Если кто-то тронет, она сразу: «О, у меня сестра в боксе, я хана». А это никого не трогаю. Потенциал в нынешней чемпионке рассмотрел Родион Соломенник с 25-летним тренерским стажем. Сегодня мирнинец представляет республиканскую школу Олимпийского резерва по боксу. Его воспитанники становились чемпионами за пределами Якутии, неоднократно покоряли и Россию. Главное в спортсмене – горящие глаза, считает Родион Алексеевич. А навыки и выносливость можно развить. В первую очередь это надо приучить дисциплине. Самодисциплина является одним из условий единоборств. Дисциплина в распорядке дня, дисциплина в подготовке к школе, к тренировке, выполнение домашнего задания как для школы, как для дома. Ну а потом надо уже, конечно, уже дисциплинировать ребят, чтобы они выполняли и слушались на тренировках. Дисциплина у Маргариты есть. Сейчас девочка готовится к российскому первенству. Если и там возьмет золото, отправится на европейский чемпионат. И пусть окружает ее некрасивый профессиональный зал с дорогим инвентарем, возможно, именно здесь, на бетонном полу, родится новая звезда большого бокса. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край».
К этой минуте у меня все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию.